Очень благодарны республиканской больнице, конечно, что есть такая возможность увидеть и поддержать родственника. Ну, поддержать, поговорить, объяснить ему, что мы его дома ждем, что все нормально будет, что он выздоровеет. Жительница Высокогорского района Федосия Викторовна Захарова вот уже 3 недели не видела своего отца. Стабильно тяжелый, в реанимации, дышит сам. Вот и все, что она слышала в эти дни. Она впервые в этом здании, в здании бывшего травмоцентра, где расположился временный инфекционный госпиталь РКБ. Ее отец здесь. И сегодня она увидит его. Вчера позвонили, предложили, что можно в РКБ пройти в больницу, в реанимацию, так как папка долго уже лежит там, что ни с кем не общается, телефона нет. Чтобы настраивался на выздоровление, чтобы не опускал руки, чтобы боролся. Нет, нет, не страшно. Лишь папку увидеть. Сегодня у нас, в общем, не самое обычное посещение госпиталя. Не сказать, чтобы все предыдущие разы мы ходили сюда совсем без пользы, но сегодня мы идем в госпиталь практически с лекарством. Федосия Викторовна Захарова сегодня та часть терапии, которую здесь иногда, но все-таки практикует. Вы идете к папе вашему, Да. который в реанимации Да. находится. И идете, конечно, с желанием как-то помочь, приободрить. Да, поддержать. Это последнее средство, к которому лишь в исключительных случаях, но прибегают в госпитале. Этот случай таков. Врачи прекрасно знают, как сказывается на человеке длительное пребывание в реанимационной палате. Ковид слишком часто отбирает не только жизненные силы, но и само желание жить и бороться. И это худшее, что может произойти. Кроме эмоций, тех сил и эмоций, что способен дать лишь самый родной человек. 65-летнему Виктору Ивановичу Захарову, находящемуся вот уже 8 дней в реанимации, сейчас нужно именно это. Он уже знает, что его дочь не раздумывала ни минуты, получив это предложение. Естественно, когда мы приглашаем близких родственников, они нам, безусловно, это все помогает бороться против любого недуга, в том числе и этой новой вирусной инфекции. Начнем с того, что сам вирус вызывает некие депрессивные состояния. И когда приходят родственники, это мы приносим только позитивные эмоции, что идет забота со всех сторон, забота со стороны врачей, забота со стороны медперсонала и, конечно же, забота со стороны родственников. Пап, привет. Узнал? Не плачь, пап. Не плачь, все хорошо, ладно? Все хорошо, не плачь. Все нормально будет. У тебя уже все лучше встает, ладно? Терпи только и все. Ладно? Не плачь. Не расстраивайся. Зараза прицепилась к тебе. Ладно, пап, ну ты все нормально будет, ладно? Плохо? Нету? Дышать только тяжело? Ну так, легче. Легче становится? Эта встреча одна из немногих, которых знали эти стены. Российские законы теперь не запрещают посещение родственников в реанимации, но это красная зона, и здесь свои правила. У Федосии Викторовны Захаровой будет 20 минут на то, чтобы постараться сделать то, что не могут сделать врачи. Постараться открыть эту дверь к выздоровлению своим ключом. В эти 20 минут именно она здесь главный лечащий врач. Какие бы лучшие специалисты не были, если пациент не желает, не может найти силы преодолеть этот барьер, ничего у нас не получится. И близкий человек это знает, этот ключик. Близкий человек может подсказать, и мы получаем достаточно хорошие, по крайней мере, для нас это очень важно, результаты. Любому трудно на выходе из реанимации, но представьте себя на месте этой женщины. А посмотрите, он не плачет? Он? Да. Смотреть плачет.
Нет. Все хорошо. И вы не плачете. Уже на следующее утро и Федосия Викторовна, и мы на утренней общей планерке узнали о том, что Виктор Иванович Захаров чувствует себя значительно лучше, что действительно меняются даже анализы, что воля к жизни снова живет в этом человеке. Увы, последствия инфекции непредсказуемы, и эта история не имеет счастливого конца. Набирайся терпения, нам с тобой только время нужно. Через неделю мы узнали, что тогда они смотрели в глаза друг другу в последний раз. Виктор Иванович Захаров скончался в реанимационной палате 3 февраля 2021 года. Он умер внезапно, с надеждой в своем сердце. Его дочь и сегодня считает, что сделала тогда большое дело. Она была там, где она должна была быть всегда, и она показала нам, что, увы, опасения сбываются чаще, чем надежды. Не нужно тирании результата. Если дело кончилось плохо, это не значит, что плохой конец был неизбежен. Иногда мы слишком поздно осознаем, насколько мы все связаны. Здесь всегда пишут что-то, мы напишем, давайте вот это важное слово «семья». Вы часть семьи пациента, и вы часть этой большой семьи, которая думает о пациенте. Удачи вам. Спасибо. Берегите родных и близких, пока они рядом. Относитесь с пониманием к работе врачей. Они делают все, что могут. Делаем ли мы? Сегодня мы все одна большая семья. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.